чорон. Чорон. Традиционный якутский деревянный сосуд вот такой вот формы. Как правило, предназначенный для питья кумыса. О кумысе поговорим позже, он достоин отдельного видео. Чорон имеет сакральное значение, как единение человека с природой и духами. Название происходит от якутского чорой или чорот, что значит держать поднятым вверх. Как правило, изготавливается из цельного куска березы с помощью топора и изогнутых ножей, таких как иэт и кердери. Язык сломается выговорить это. В общем, это специальные ножи, не просто ножи. Любопытно, что форма чорона моделирует трехчастную космологию саха. Горлышко — верхний мир, пузико — средний мир и ножки — нижний мир. Как я уже сказал, в повседневности чорон используется для кумыса, но в ритуалах, таких как эссеф, иссеф, мне никогда не давалось это слово, иссеф чорон наполняет кумысом, и затем старейшины его благословляют. Затем он передается из рук в руки по кругу для коллективного питья, что и символизирует единство народа, предков, то есть поколений, и божеств Аю. Кстати, орнамент, геометрическая резьба вокруг чорона, выполнена в 3, 7 и 9 ярусах. Это тоже священные числа. И чем больше ярусов, тем чорон почетнее. Согласно преданиям саха, чорон изобрел родоначальник народа Элей. Он изобрел кумыс, для него чорон и праздник Эссех. Иссех. Это связывает сосуд с началом народа саха. Казалось бы, вот так вот просто посуда, какое наследие. Кстати, надо за деревянные ложки узнать. То что-то интересное наверняка. То есть Эссех.